Христос воскрес! Дорогие сябры, поскольку не почнется литургия, але теперь мы проверим гук, як мінішувати, ці нема ніяких проблем з мікрофоном, ніяких скриготів, сподіваюся, так само нема. Коли хтось мене чує, прошу написать комментарий. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5.
третій день пішли жанчини, між їх Марія Магдаліна, умастить укрижованого алеями духмяними, говорить між собой у сумі, а хто ж нам камінь той отсуне, что привалили до стены. Коля Иисуса Коля Иисусовой труны, а их витая, ангел с дня вез, труна пустая, воскрес Христос, Христос воскрес, Христос воскрес. И дивовались жанчины, між їх Марія Магдаліна, ті вірить хлопцю гетану, у білої одетому. І утром яни глядели, і бачили, що зникло тіло. Було здивлення у очах, і панова уста.
свято життя мойму. Хай милость будет Божия во мне, с певом славлю имя Его, боян свято життя мойму. Хай милость
Божие Слово хай сиде на Тебе. Божия радости войде в наши сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал. О, упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой свышения, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах, и изъедание всех Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верою, пошаду и страхом Божьим походя сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, папу римского, достойного архипастыря Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, почестных святород, диаконов во Христе, все духовенство, и людей Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную крайну нашу Беларусь, за враг надежную владу и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры и мужностью выпробования, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За каждый город, за все города и краины, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли в поветры, за недужих ты, что терпят, за сневоленных, избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гневу, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избави, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую всешественную, благословенную, славу владыку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот, Тебе належится всякая слава, ваша поклонение, Отцу
завсёды, и на веки веков. Амінь. Співайте Господу вся земля, славьте в піснях ім'я Його, дайте хвалу величи Його. Молитвами Богородицы, Збавителя збав нас. Скажите Господу, які чудовні твори Твої, деля величи могутности Твоей дрожать перед Тобою вороги Твои. Молитвами Богородицы, Збавителю збав нас. Пусть вся земля хай поклоняется Тобі і пяє Тобі, хай славить у песнях ім'я Твоє Всевишній. Молитвами Богородицы, Збавителю збав нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы, Збавителю збав нас. Еще супокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збави, стражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Господи, наушинай, садуйся, чистую и благословенную. Славу, подарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Бо Твоя есть держава, и Твоего владарства, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Боже, будь ласкавый до нас и благослови нас, просветли нас, зяню твару Твою, и змилуйся над нами. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Как мы могли познать на земле шлях Твой, святых избавление Твое. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Хай славят Тебе, Боже, все народы, хай славят Тебе все люди. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне, Слово Бога, Ты несмяренный, деля нашего избавления захотел принять тело, а Святой Богородице завсёды Девы Марии, и не зазнавши измены, стався человеком. Ты был крыжованный, Христе Божия, смертью знишивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас, збав нас. Еще раз упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, чистую и благословенную, славу владарку нашу Богородицу, и за все
всюди Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Вот и добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Придите, будем радостно славить Господа, будем пять Богу Избавителю нашему, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які п'єм Тебе, Аллилуйя. Станем з удячністю перед обличчям Ягоним, у песнях уславим Яго, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які п'єм Тебе, Аллилуйя. Господь Бог великий, и владар могутный над усей землей, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які п'єм Тебе, Аллилуйя. У руках Ягоних усе концы земли, и вышині гор належать Яму. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які п'єм Тебе, Аллилуйя. Ягоне море он створив Яго, і суши руки Ягоне дали вигляд. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які п'єм Тебе, Аллилуйя. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якія п'єм Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Светлую вестку воскресенье и об отмене прадедовского суждения, от анелов почувши, Господне в ученице апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи світу багаття своего змилования. Уполови свята со смелую душу мою, вогодую набожности напои Избавителю, бо ты ж неколи ускликну до всех, хто має смалу, хай приходить до мене і п'є. Криниця життя нашого, Христе Божа, слава Тобі. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Прийшовши з вірою до студні, сама ранка убачила Тебе мудрості криницю, і напившися з яє удосталь, отримала спадщину вечное владарство и непроминальную славу. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Коли настала полова законного свята, Ты творши владаруся у Христе Божа, сказал присутным: ходите, зачерпните воды несмертности, там вовсе мы приходим до Тебе, и доверливо кличем
речам, доброти Твоє даруй нам, бо Ти криниця життя нашого. Бо Ти святий Боже наш, і Тобі слава Тає Отцу і Сину і Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Амінь. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жалься над нами. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Амінь. Святий несмиренний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жалься над нами. Будьмо уважною, усім. І Твоєму Духу. Мудрость. Прокимен, співайте Богу нашому, співайте, співайте Владару нашому, співайте. Співайте Богу нашому, співайте, співайте Владару нашому, співайте. Усі народи пляскайте в долоні, ускликните Господу радостним голосом. Співайте Богу нашому, співайте, співайте Владару нашому, співайте, співайте Богу нашому, співайте, співайте Владару нашому, співайте. Мудрость. Читание дел апостолов. Слухаймо уважно. Тыя, кто рассеявся за гонением, что сталися после Стефана, дошли аж до Финиции, Кипра и Антиохии, и никому опрочь Юдею не обвещали слова, некоторые из них были с Кипра и Киринеи. Яны пришли в Антиохию и промовляли так само до греков, обвещаючи Евангелие про Господа Иисуса. А рука Господа была с ними, и великое множество поверило, и навернулось до Господа. Вестка про них дошла до костела в Иерусалиме, тады в Антиохию послали Варнаву. Коли он пришел и убачив деяние Божьей ласки, узрадовался и заохвочував усіх, как щирим серцем тривали у Господі.
И он был человек добрый, полный Духа Святого и веры, тому шмат людей прихилилися до Господа. Потім Барнаба пішов у Тарс шукать Савла, і коли знайшов його, привів в Антиохію. Увесь год яни працювали разом у церкві і навчали великую колькость людей. У Антиохії впершиню учні були названі християнами. У ті дні пророки прибыли з Єрусалима в Антиохію. Один з них по імені Агав устал и натхненный духом предсказал, что по всем свете почнется великий голод. И он и настал при императоре Клавдии. Тады учни вырашили, что кожный поводле своих мовчимостей пошли допомогу братам, які жили в Юдеї. И так заробили, пославши собраное старейшинам, раз Барнабу и Савла. И Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Подрыхтуйся, Зилфера, спероможно, деля правды набожности, справедливости. Ты полюбил правду и ненавидел беззаконие. Мудрость. Устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему Духу. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час пришел Иисус в город Самарийский под назвой Сихар, поблизу земли, якую дал Якуб Язепу, сыну своему, и был там колодеж Якуба. Иисус, томившийся от дороги, сел на колодежа, было около 6 годины. Приходит женщина с Самарии набрать воды, каже ее Иисус, дай мне пить. Бо учні його дошли в город, как купить ежи. Каже ему женщина Самаранка, як ты, юдей, просишь пить у меня, женщины Самаранской, бо юдеи ж не мають зносин самаранами. В отказ Иисус сказал ей, коли ты ведала дар Божий, и кто каже тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы его, и он дал бы тебе воду живую. Каже ему женщина, Господар, у тебе и зачерпнуть нема чим, а колодеж глибокий, откуль жа у тебе вода живая. Хіба ти больше зайца нашого Якуба, який дав нам гэты колодеж, і сам з його пив, і сини його, і статок його. Отказ Ісус сказав їй, кожний, хто п'є гэту воду, буде отчувать спрагу знов, а хто буде пить воду, якую я дам йому, не сосмагне ніколи, але вода, яку я дам йому, стане їм криницею води, що тяше в життя вічне. Каже йому женщина, Господар, дай мені гэтай води, каб мне не мець смаги, не приходить сюди черпать. Каже йой Ісус, іди, поклич мужа свого і приходь сюди. У отказ женщина сказала йому, у мене нема мужа. Каже йой Ісус, добре ти сказала, що тебе мужа нема.
бо 5 мужоў тебе было, і то, якога цяпер маеш, не муж табе, гэта праўдзіва сказала ты. Кажа яму жанчына: гаспадар, бачу, што ты пророк. Айцы наши на горы гэтай пакланяліся, а вы кажаце, што ў Иерусалиме тое месца, дзе належыць пакланяцца. Кажа Ісус: жанчына, павер мне, што настае час, калі ні на горы гэтай, ні ў Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не ведаете, мы поклоняемся тому, что ведаем, бо збавление от юдеев. Але настає час, да и теперь есть, коли истинные поклонники будут поклоняться Отцу у духу и истине, бо таких поклонников Отец и шукає себе. Бог есть дух, и ты, что поклоняются Ему, повинны поклоняться в духу и истине. Каже йому жанчина: ведаю, що прийде Месія, якого називається Христос. Коли Він прийде, то обвістить нам усьо. Каже Ісус: гэта я, що розмовляю з тобою. В гэты час прийшли вучні його і здивилися, що Ён розмовляє з жанчиною, але ні один не сказав, що тобі треба, ці про що ти розмовляєш з йою. Покинула тады жанчына свою посудину для воды и пошла в город, и каже людям: идите и побачьте человека, який сказал мне про все, что я зробила. Ці не Христос ён. Яны вышли из города и пошли до яе. Між тим просили його вучні, кажучи: раби, ешь. И он же сказал им: у меня есть ежа, как есть, якой вы не ведаете. Тады вучні говорили між собою: хіба нехто принес ему есть? И каже им Иисус: моя ежа, тое, как здійснять волю того, хто послал меня, совершить справу Его. Ці не кажете вы, что еще 4 месяца и настане жниво? Так ось кажу вам: узвядите очи ваши и поглядите на нивы, як яны ўжо повелели для жнива. И хто жне, той отрымливая з нагороду и збирая плёны у жыццё вечное. Каб и той, кто сеет, и той, кто жне, разом радовалися. Бо тут оправдывается в слове: один сея, а другий жне. Я послал вас жать тое, над чим ви не працавали, іншие працавали, а ви вошли в працу їх. З города того многие самарані поверили в яго по слову жанчыны, якая сведчила, и он сказал мне про все, что я зробила. Тому, коли пришли до его самарані, то просили его побыть у их. И он пробыл там 2 дни, и намного больше людей поверили по слову его. А жанчине казали: ужо не по твоему оповеданию верим, бо сами чули, ведаем, что гэта сапраўды збаўца свету Христос. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос воскрес! Воскрес. Дорогие братья и сестры, сябры, амаль целый 4 раздел, мы только что послухали, 4 раздел с Евангелия паводле Яна. И центральной фигурой этого раздела является самаранка. Самаранка. Здавалося б, што гэта сустрэча, якая адбылася каля калодзежа паміж ёй і Ісусам, была выпадковай. Але мы ж ведаем, што ў Бога нічога выпадковага не бывае. Таму, напэўна, Божий провід запланаваў так, што сустрэліся Ісус і гэтая жанчына. Ну і трэба, канешне, на пачатку звернуть вашу увагу на акалічнасці, звязаныя з самарытанамі. Гэта былі у вачах юдэяў еретыкі, якія неправільна пакланяліся Богу, якія адышлі ад Бога. І настолькі гэты канфлікт на рэлігійнай глебе быў востры, што яны, юдэі, не мелі нават аніякіх зносінаў з самаранамі. А у дадатак узгадаем яшчэ одну акалічнасць, што самаранка была жанчынай, а ў тыя часы і жанчына была трошкі, скажем так, іншага другога гатунку.
жанчынай просто так ніхто не размаўляў, а уж тым болей з самаранскай жанчынай. Это уж вогуле ні ў якія рамкі не лезла. І таму цалкам зразумела здзіўленне самаранкі, калі Ісус звяртаецца да яе з просьбай і кажа: дай мне піць. І вось тады распачынаецца гэты такі цудоўны і глыбокі з псіхалагічнага гледжання дыялог. Ісус ставіць себе на так, як роўны гаворыць з гэтай жанчынай. Ён не вывышаецца. Ён просіць піць. Вось. І такім чынам распачынаецца дыялог. І ў гэтай дыялоге шмат чаго адкрываецца. Апошняй, скажем так, кропкай, апошнім пунктам прызначэння гэтага дыялогу з'яўляецца тое, што Ісус адкрывае сябе гэтай жанчыне як Месія, як Христос. Але все гэта адбываецца вельмі паступова. На пачатку жанчына павінна была сканфрантаваць сваё жыццё з праўдай. Бо чаму ж яна прыходзіла о 12 гадзіне? Бо тут напісана 6 гадзіна, але мы ведаем, што паводле нашага часа гэта быў поўдзень, калі найбольш паліла сонца. І вось менавіта ў гэтую пару яна прыходзіць дзеля таго, каб чэрпаць ваду. Все іншыя жанчыны, яны ўжо набралі ваду раней. Вось. На досвідку яны гэта зрабілі, калі не паліла сонца. Яна ж прыходзіць тады, калі упэўнена, што нікога не сустрэне. У жыцці гэтай жанчыны ёсць таямніца. Ну, як таямніца? Напэўна, суседзі ведалі штосьці. Абмяркоўвалі, пляткавалі. Вось. Але здагадваліся, канешне, што мела то аднаго мужа, то другога, што асабістае жыццё ніяк не складвалася. Але ад яе гэтых слоў пацверджання ніякіх не чулі. Мабыць, так. Таму вялікае было здзіўленне жанчыны, калі Ісус гаворыць: правильно ты сказала, правильно. Праўдзіва, бо 5 мужоў у цябе было, і той, якога цяпер маеш, не муж табе. І вось гэтае адкрыццё рэчаў таемных, пра якія ніхто амаль не ведаў, і якраз таки вельмі моцна уражвае самаранку. Вельмі моцна уражвае самаранку. З гэтага пачынаецца яе цікавасць гэтым таямнічым чалавекам, які выглядае як прарок. Ісус увесь час абяцае ёй ваду. І гэта вельмі важны істотны вобраз, які мы узгадваем сёння. Бо вада у Святым Пісанні гэта і Слова Божие, і Святы Дух. Вось. І сам Ісус з'яўляецца гэтай вадой. І на пачатку жанчына мяркуе, што мова ідзе пра звычайную ваду. Але ў працэсе гэтага дыялогу Ісус даводзіць ёй пра тое, што мова ідзе пра штосьці іншае, пра ваду жывую. Што ж такое ўразіла яе? Гэтую самаранку, што яна забылася нават на начынне для вады і кінулася у сваю вёску. Распавядаць тым людзям
з якімі яна не надта хацела кантактаваць раней, пра таямнічага вандроўніка, пра Ісуса. Нам цяжка гэта сфармуляваць у словах, але, напэўна, яна атрымала гэтую жывую ваду на шляху дыялога з Ісусом Христом. На шляху канфрантацыі свайго нутра з праўдзівымі словамі Ісуса Христа. З кім яна магла паразмаўляць пра тыя праблемы, якія мела ў асабістым жыцці. А тут яна, размаўляючы з Ісусам, ацаляецца. Мы не ведаем, што адбывалася далей у яе жыцці. Але тое, што яна атрымала гэтую жывую ваду, тое, што яна атрымала сэнс, якім захацела падзяліцца, гэта напэўна. І Слово Божие, якое мы толькі што з вами пачулі, вучыць нас дыялогу са Святым Пісаннем. Мы пакліканы на шляху дыялогу са Святым Пісаннем, на шляху канфрантацыі нашага нутра са Святым Пісаннем адкрываць правду пра сябе. І потым бегчы, умоўна кажучы, да тых людзей, якія патрабуюць нашага сведчання, і перадаваць гэтыя плады нашага сузірання, нашага разважання Святога Пісання іншым людзям. Мы пакліканы да місіі. Вядома, што не ідзе, быць можа, мова пра місію ў Афрыцы, але пра місію ў нашых сем'ях, пра місію сярод тых людзей, якія мы штодзённа знаходзімся. Хай Господ дае нам жывую ваду. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Змилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за святого отца нашего, сусветного бискупа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Богомильного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе, братов наших. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за Богом, стираженную крайнюю нашу Беларусь, за уран наезжной влады, войска и увесь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в пребываниях и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за братов наших, святород, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за годных памяти, за основание Духа этой Святой Церкви и за всех ранее дошедших отцов братов наших, які тут и на кожном іншим месте споживають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых, за тых, кто отдано им служить, а так само за померлых. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Всемогутный вечный Боже, глянь ласкаво на смушенное человечество, якое шукаю Тебе
благословения страшных воров и смерти, как снова все смог и радоваться Твоей, даром Твоей ласки молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за доброшинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары, працуют и спевают ее, и за всех тут присутных людей, які шукаються Тебе, кохаться Твоих смилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Еще раз упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, спал, и стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будучи завсёды подоковы Твоей могутной ладони, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ, мы что тайны способ прославляем, Святого Отца нашего, сусветного біскупа Францишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, подшествных святоров, диаконов, Христе, все духовенство, Богом стираженную краину нашу Беларусь, урад належную лады, засновальнику и доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, хай вспомни Господь Богу своего владарствия, на все шесть теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Аминь.
вознесенные божественные дары, Господу помолимся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, и Твой все святые, добрый животворший Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Мир усим. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосудную и нераздельную. Зверю мудрости будь маловажную. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башенного всего и небашенного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом, против якого все стало быть. Ему для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком. Был прижаван за нас при Понтским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сходно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и якого власть не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яки от Отца походит, якому належится поклонение и слава разум за Отцом и Сыном, яки говорил пред пророком, в единую святую повсюдную апостольскую церковь. Вызнаю один кровь за отпущение грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое мированию мира приносит. Да миру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и соборность Святого Духа, хай будет со всеми вами. И с Духом Твоим. Будь с ними, сердце наше. Мы узняли до Господа. Подякуем Господу. Он справедливость, поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносудной и нераздельной. Годно и справедливо Тебе восхвалять, Тебе прославлять, Тебе славить, Тебе дяковать на каждом месте Твоего владарства. Бо Ты Бог невыказанный, неспостигаемый, неважный, недоступный, и завсёды и смеешь и застоишься Ты сам. Ты одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас с неба до бытия, и когда мы упали, снова поднял небесного родить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Тебе это дякуем Тебе, и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные тайны, якими Ты нас одарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великий множество архангелов, безлишь анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокие, яки узнявшиеся высоко на крылах, и рамужную песню пою.
нарікаючи, припяваючи і кажучи: Святий, 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 Господи, небо і земля, помия хвали Твоей. И все, что для нас дарилося, крыш похования, воскресения на третий день, соход на небо, святение по правой руце, другой славной Христе, приносим Тебе Твоих, для всех и за все. Владыку нашего архимандрита Сергея, заховай святых Твоих церкваў, успокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как Ты не могли верно научать нас словом Твоей правды. И дай нам один
Твоими устными единым сердцем, славить и выхвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с усими вами. Успомнивши всех святых, еше, с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный офлярник, як одно слово и духмяность духовную, пославному замен свою Господу ласку, и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выводится до всякого гневу, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, сбавься, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь в этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, у Господа просим. Дай нам, Господи. Анёла, спокою, верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощения и отпущения грехов и провин наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пусть всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейшей тяжести нашего супокоя и покаяния провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказа на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Господи. И заради нас, достойными владару, с полным доверием и без осуждения, смерть вердаться Тебе, Бога Небесного, является и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему духу. Головы ваши Господу схилите. Господи, с небес, на Ты, что схилили головы свои перед Тобой, вы не схилили их перед телами, привели перед Тобой всемогутным Богом, и Господу дару принесенное ту дару всем пору, на достае Божьему голодной потребы. Будь с подорожниками помолися, мне и по ветре, а стараемых хворых лекаря души тела. Лаской, особенности человека людства, один народа Сына Твоего, с этим благословенный Ты и Твой все святые, добрый и живот больше Дух теперь завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, Господи, не грешно измилуйся надо мною, Боже, Господи, не грешно измилуйся надо мною.
Боже, будь спогадливым, не грешным, и смилуйся надо мною. Будьмо уважныя, святые реши для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верую, Господи, и узнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Верую так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не зdraжу ворогом Твоей тайны и не отдам поцелунку, як Юда. Олег, разбойник, узнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а лет для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подходите. Благословенный тот, кто приходит в имя Господне. Господь Бог, и Он явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмертности. Аллилуйя, аллилуйя,
Спал, Боже, людей Твоих, и благослови набыток Твой. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Славен Бог наш. Но все часы теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напяя славу Твою, бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих боских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам истинно научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрывавши боски, святые всешистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, спаси, рожи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как в эту весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе один одного и всю жизнь нашу Христу Богу отдаймо. Господи, Вот и освящение наше, и Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Имя Господнее. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и освящаешь Ты, что успадает на Тебе надею, избавь людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховай в целости церкву Твою, если Ты, что любишь красоту дома Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, и Ты надеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церковь Твоим, нашему белорусскому народу, дальше владам нашим и всем людям Твоим. Во всякое доброе дарение, и дар досконалый заходит с горы Тебя, Отца Святла. И мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господнее, благословенное теперь и навеку. Хай будет имя Господнее, благословенное теперь и навеку. Хай будет имя Господнее, благословенное теперь и навеку. Благословение Господне, хай будет на вас ласку Его человеколюбства на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал.
Христос, правдивий Бог наш, який воскрес мертвых, молитвами шестой своей Матери, святых славных и годных похвал апостолов, меж святыми отца нашего Яна Златоустного, архиепископа Константинопольского, молитвами святого Иосафата, архиепископа Полоцкого, молитвами святого апостола Симона Зелота, святых славных ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отца нашего Кирилла, епископа Турского, святой Матерь нашей Ефросиньи Полоцкой, светницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов Якима и Ганны, всех святых, возмилуется над нами, избавит нас, Твоим добрый человек, Отец. Аминь. Христос воскрес! Заправду воскрес! Дякую всім за молитву. Дякую вам, дорогі сябри, які оглядаєте нас онлайн. Для нас вельми важно ваш відгук, ваш фідбек. Ставьте подобайки, коли вы на Фейсбуку бачите наши дописи. Подписывайтесь на наш YouTube канал, коли ласка, для нас это важно. И заставайтесь с Богом. Желаю вам всем благословенной недели. Христос воскрес! Заправду воскрес! Дякую Тобі, Господи, Боже мой, що Ти не откинув мені
грешного, але полічив достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам гэтые страшные и животворчие тайны, для добра и освящения души и тела. Дай ко мне были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для упокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей Божской ласки и для осягнения владарства Твоего. Как я захованный ими у Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себя, але для Тебя, нашего владара и доброчинца, и закончивши это житье в надее життя вечного, досягнув неприминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и панує вечна радость тих, що оглядають невиказную красу твару Твоего. Бо Ты соправдное ожидание, и невыказна радость тих, что любят Тебе. Христе Боже, и Тебе все створение пея славу про все веки. Аминь. Усемогутный спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, каб ён вернулся и был живый, и який послал для нашего избавления от единородного Сына Твоего, який нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, и отчинить вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезни молим Тебе, не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошлость, что в этот час род людский дочасно, небо мечем сяще. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, и избавь людей Твоих, как жили здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляй имя святое Твое. Заступися и заховай от этой злобной пошлости нашу батьківщину и наш народ, урад и всех, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбав от этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложем немощи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы пробрали веру и надея воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни сумму, ни плачу, а лишь ждет бесконцей. Молитвами на Святейшей Богородице и за всю Ты Девы Марии, заступницу святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством от единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и со всем святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.
Не могу выключить. Просите в наступный раз написать, что как заходили на ваш профиль, а то сайт фотографиями, которые не зашли ничего. Я